Часто у учителей бывает такое: они берут какое-то грамматическое время, презентуют его несколько уроков, в итоге ученик все равно это время не использует и постоянно в нем делает ошибки. У этого есть несколько причин. Первое — это то, что, возможно, вы читаете лекцию вместо того, чтобы попросить учеников догадаться о правиле. То есть вместо того, чтобы сказать, что present perfect — это время, которое используется для прошлого, чтобы показать, что это актуально для настоящего, дайте ученикам список предложений и попросите догадаться, зачем здесь используется правило. Также такое происходит, потому что, возможно, вы не знаете, какие проблемы могут возникать у учеников при изучении данного времени. И не готовитесь к этим проблемам, создавая вопросы, которые называются CCQs. После того, как вы презентовали какое-то грамматическое время, нужно задать наводящие вопросы, чтобы ученик наконец-таки понял, как это время использовать. Ну и третье, возможно, после того, как вы изучили правила, вы сразу же составляете свои личные примеры с этим правилом. Для того, чтобы составить примеры, сначала нужно поработать грамматикой в формате control practice. Это либо gap fill, либо open the brackets и так далее. В описании я подробнее рассказал, как презентовать грамматическое время правильно.